Здравствуйте. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Якутии. Маргарита Егоровна, о ситуации в республике. Оперативным штабом Российской Федерации, органам исполнительной власти всех субъектов и Роспотребнадзору поручено с 19 октября организовать раздельный учет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди лиц с клиническими проявлениями, зарегистрированных по экстренным извещениям больниц, и среди лиц с бессимптомным течением заболевания, выявленного активно по результатам лабораторных исследований. В связи с этим с понедельника, с 19 октября в Якутии к 133 заболевшим в учет включены еще 24 носителя, и в итоге в официальную статистику по Якутии вошло 157 человек. За вторник, 20 октября, 177, из них 138 заболевших и 39 человек с бессимптомным течением заболевания, которые были выявлены в результате спланированных, целенаправленно проведенных лабораторных анализов здоровых людей, к примеру, среди контактных. Также необходимо отметить, что в республике Саха-Якутия на этой неделе был достигнут наивысший результат проведенных лабораторных анализов на ковид и достиг максимума. За сутки мы провели по республике 6071 исследование на коронавирусную инфекцию. И показатель охвата тестированием населения методом ПЦР составляет у нас уже 506,7 на 100 тысяч населения. При среднем показателе по России 150 на 100 тысяч населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, от имени Республиканского оперативного штаба мы даем официальную информацию. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, ситуация на территории республики остается напряженной. За последние сутки выявлено 147 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске 125 случаев, в Нюрбинском районе 8, в Алданском Нюрингринском районе по 6 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 5 случаев. Отдельные случаи новой коронавирусной инфекции зафиксированы практически в каждом районе республики. Оперативные штабы республиканские и муниципальные отрабатывают как с точки зрения соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических норм. Медицинские организации совместно с санитарными врачами осуществляют деятельность, направленную на выявление и непосредственно лечение тех заболевших, которые у нас оказались в зоне влияния коронавирусной инфекции. За последние сутки, к сожалению, зафиксировано 2 летальных случая. И, безусловно, мы приносим свои соболезнования тем родственникам людей, которые умерли от этого заболевания. За сутки в республике проведено 6071 исследование на коронавирусную инфекцию. Задача, поставленная главой Республики Саха-Якутия по сокращению сроков проведения анализов на коронавирус, выполняется всеми учреждениями здравоохранения, лабораториями Роспотребнадзора Республики. Необходимо обратить внимание, что в целом непосредственно сокращены сроки и госпитализации людей, заболевших, и сегодня Республика Саха-Якутия по госпитализации является одним из лучших субъектов Российской Федерации, и, соответственно, это дает нам возможность оказывать качественную медицинскую помощь в целом на территории нашей республики. Я бы хотела обратить ваше внимание прежде всего на то поведение, которое мы с вами все вместе, и те правила поведения, которые мы должны сегодня для себя взять для того, чтобы не распространять инфекцию. Безусловно, наши медики работают, наши санитарные врачи работают, но выполнение требований этих зависит от нас с вами. К сожалению, тяжелые случаи в Республике Саха-Якутия увеличиваются. Увеличиваются они прежде всего за счет пожилого населения. Поэтому еще раз, берегите свое старшее поколение. Это очень важно. Важно для того, чтобы сохранить в целом свой род. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Далее смотрите. В Якутии впервые построят ВОЛС за полярным кругом, о чем еще рассказал глава региона на 9-м форуме «Открытые инновации».
Порядка 5000 КТ-исследований сделали в Якутии в этом году. Гражданина Индии обвиняют в хищении 2 бриллиантов. Заведено уголовное дело. Якутия входит в топ-10 по развитию в стране IT-отрасли, а в ближайшие годы должна попасть в 5 лучших. Об этом глава Республики Сан-Николаев заявил на 9-м форуме «Открытые инновации». Руководитель региона рассказал, что в республике работает первый и пока единственный на Дальнем Востоке IT-парк. В ходе разговора о технологическом развитии страны Сан-Николаев подчеркнул, что с точки зрения инноваций драйвером может стать российская Арктика. Речь идет, например, о производстве материалов, уникальных лекарственных препаратов и изучении глобального потепления. Также руководитель региона сообщил, что в следующем году республика совместно с Ростелекомом впервые построит линию оптоволокна за полярным кругом. Оленёкский район будет иметь высокоскоростной интернет. Главная же тема международного форума «Открытые инновации. Мир после пандемии». На площадке мнениями делятся технологические предприниматели, ученые, представители власти и корпораций из разных стран и регионов. Подробности у Максима Кардозу. Новый формат и новые задачи. Ученые, чиновники и бизнесмены всего мира сегодня думают, как развиваться в условиях пандемии. И эта тема стала основной на многих сессиях форума «Открытые инновации», где эксперты делятся самыми передовыми идеями и достижениями. И российским разработчикам уже есть чем похвастаться. Например, экспресс-тестами на COVID-19, которые разработали резиденты Сколково. Работают резиденты и над национальной системой мониторинга инфекционной заболеваемости в режиме онлайн. С использованием технологий искусственного интеллекта производят оценку рисков выявления вспышек и прогнозирования инфекции, включая ОРВИ, пневмонию и, разумеется, коронавирус. Такой ежедневный прогноз сейчас делается для Амурской области, Республики Саха, Якутия, Краснодарского края. Не отстают от московских коллег резиденты технопарка «Якутия». 7 инновационных предприятий из нашей республики представили свою продукцию на форуме. Многих специалистов заинтересовала разработка компании «Сайберия». Это интеллектуальная радиологическая информационная система, которая помогает врачам быстрее ставить диагнозы и назначать лечение. Сейчас решение состоит из 5 частей. Система хранения изображений, модули скрининга COVID-19, скрининга тромбоэмболии легочной артерии, скрининга образований в легких по стандарту Ланградс. Модель нейронной сети с точностью 96% выявляет вирусную пневмонию и с высокой чувствительностью и специфичностью отличает ее от других типов пневмоний. Решает проблему сортировки пациентов по классификатору КТ-04, а также с высокой точностью определяет процент патологических изменений в легочной ткани при вирусной пневмонии. Понятное дело, что в этом году все мероприятия форума проходят в онлайн-формате. И в подобных новшествах участники находят много плюсов. Все проходит на уровне, на высшем уровне. У меня получается разговаривать как и с потенциальными клиентами, так я нашел несколько потенциальных партнеров в своей области. Так что все окей, и я слушаю менторские сессии. Тем более, что наша компания имеет команду распределенную. У нас офисы разработки как в Якутии, в Нерюнгри, Владивосток, Хабаровск и Москва. И наша команда общается в основном онлайн. Поэтому участие в такого рода мероприятиях для нас это здорово. Повестку форума задает не только пандемия и ее последствия. В программе есть сессии, посвященные роботизации и машинному обучению, урбанистике, внутреннему туризму и современному искусству. Но главное, что у десятков тысяч участников со всего мира есть возможность общаться и развиваться, несмотря ни на что. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Первый этап строительства мусорного полигона в Якутске планируется завершить в 2022 году. Объект возведут на 27-м километре Вилюйского тракта. Об этом сообщил министр ЖКХ региона в ходе совещания у главы Якутии Айсена Николаева. Мощность полигона 125 тысяч тонн отходов в год. На сегодняшний день на площадке будущего строительства определены места заезда спецтранспорта на полигон и выполнены полевые работы по инженерным изысканиям. Как отметил глава республики, старый мусорный полигон, который находится на 9-м километре Вилюйского тракта, уже много лет как переполнен. Свалка на 9-м километре должна быть полностью рекультивирована. Также должна быть построена мусороперегрузочная станция. Сейчас в рамках концессионного соглашения
вот, тоже на Вилюйском тракте. Это все должно позволить нам в городе Якутске создать цивилизованную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Базисную такую структуру. Порядка 5000 КТ-исследований сделали в Якутии в этом году. В регионе работает 27 аппаратов. Об этом рассказала министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Помимо томографов эксплуатируют и стандартные рентген-установки. Также 4 томографа закупили для работы в Мирном, Сунтаре, Верхневилюйске и Вилюйске. Министр подчеркнула, что исследования компьютерного томографа не являются панацеей. По ее словам, исследования на КТ нужно проходить по направлению врача, так как идет большая лучевая нагрузка на организм. Кроме того, в Якутии в среднем делают 5000 тестов на коронавирус в сутки. Это 3-й результат по стране. Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности золотодобывающей компании «Прогресс». Предприятие не в полном объеме выполнило геолого-разведочные работы на ручье Джекунда с притоками. Компания также не направила в установленный срок на экспертизу исправленный отчет с подсчетом запасов. Росприроднадзор обязал «Прогресс» исправить допущенные нарушения. Сейчас ведомство планирует привлечь недропользователя к административной ответственности по 4 статьям. Максимальный объем взыскания с компании может превысить 1 миллион рублей. Гражданина Индии обвиняют в хищении 2 бриллиантов. Прокуратура Якутии направила в суд уголовное дело. По версии следствия, обвиняемый, работая на предприятии огранчиком алмазов и бриллиантов, по предложению своего знакомого похитил 2 бриллианта путем их подмены на бриллианты худшего качества. Похищенные драгоценные камни гражданин Индии передал своему знакомому. Сумма ущерба более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Стоимостью более 783 тысяч рублей и более 640 тысяч рублей соответственно, путем их подмены на бриллианты худшего качества. Похищенные драгоценные камни в последующем переданы им своему знакомому, который распорядился ими по собственному усмотрению. Сумма ущерба, причиненная собственнику, составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В отношении второго лица уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. К этой минуте у меня пока вся информация. Дезинфицируйте руки, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и берегите себя.